И теперь по порядку. 20 человек остались без крова в результате пожара на острове Зеленом в городе Волжском. Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил сегодня на пульт дежурного МЧС около 5 часов утра. О том, что стало причиной ЧП и какая помощь будет оказана погорельцам, в материале Виталия Кошелева. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь полыхал на площади более 150 квадратных метров. Пламенем были объяты 2 квартиры и более 30% кровли дома. Большинство жильцов самостоятельно покинули горящее здание. Однако 3 человек со 2-го этажа спасателям пришлось эвакуировать с помощью специальной лестницы. На борьбу с огненной стихией были брошены силы 3 пожарных частей Волгограда и Волжского. Силами личного состава, на котором было задействовано более 25 человек, в течение часа огонь был локализован. И через 2,5 часа пожар был ликвидирован. Как выяснили специалисты, причиной возгорания стало курение в нетрезвом виде, а большая площадь пожара объясняется его поздним обнаружением. Очаг возгорания находился в квартире на 2-м этаже, где проживает женщина, которая, как говорят соседи, давно имеет проблемы с алкоголем. Причем эта квартира уже горела около 2 месяцев назад, но тогда огонь не пошел дальше одной комнаты. На этот раз последствия гораздо плачевнее. Без крова остались не только сама виновница возгорания, но еще и несколько семей. У одних на руках маленькие дети, другие, речь идет о пожилых людях, сами нуждаются в заботе. Вещи успели какие-то взять? Никаких. Вот никаких. Вот схватили по телевизору, и то чужие люди выскочили. Я ногами плохо хожу, меня он вытащил на улицу, и все. Вот в чем есть, я все вышла. Где ночевать сегодня будете? У соседей поночую. Представители мэрии Волжского заверили, люди не останутся на улице. Проблемы погорельцев начали решаться в экстренном порядке. Отработан механизм действий в таких случаях. Люди получают временное жилье в маневренном жилищном фонде. Каждый будет обеспечен крышей над головой. Помимо этого будет оказана материальная помощь. Размер материальной помощи уточняется. Мы сейчас помогаем оформить пострадавшим документы в органах пожарного надзора. Я думаю, что все вопросы будут решены в течение сегодняшнего дня, связанные с расселением, и на следующей неделе, связанные с предоставлением материальной помощи. К слову, пострадавший дом находился в списке аварийных строений. Его жильцов в скором времени планировалось расселить в новые квартиры. Теперь же этот процесс должен ускориться. Виталий Кошелев, Александр Шижин, Олег Журавский, телекомпания «Актуал» при содействии пресс-службы областного МЧС.